История Уфимского района тесно связана с историей самого города Уфы. В 1574 году на реке Белой построили деревянную крепость, которую назвали Уфа. В 1586 году она стала городом. Для строительства крепости Иван Грозный выслал стрельцов из земли Смоленской, позже их назвали служивыми людьми. Почти сразу около крепости Уфа стали селиться выходцы из средней полосы России. Были и беглые люди. Так и сложилось население Уфимской и окружавших ее крепостей. Занимались горожане земледелием, ремеслами. Это и составляло их единственный источник жизнеобеспечения. Современный Уфимский район Республики Башкортостан во второй половине XVI и в XVII веке назывался Уфимским уездом и делился на 4 дороги – Казанскую на западе, Сибирскую на востоке, Ногайскую на юге и в центре, Осинскую на севере. Уникальное расположение сделало Уфимский уезд, а потом и район транспортным узлом Башкортостана. Глава региона Ради Хабиров на одном из объектов Уфимского района, расположенных вдоль магистрали Р-240. Одним словом, я с 2006 года работаю с Китаем. Мне сейчас 52 года. Вот на протяжении последних 16 лет я смог подготовиться, построить этот объект. Бизнес, он не такой быстрый, не как автомобильный. Но вот потратил 16 лет своей жизни на то, чтобы все-таки дойти до чего-то. Ради Фаритович, сегодня у меня еще прибывает 64 погрузчика с Формулы-1. Дело в том, что все 7 лет подряд я обслуживаю Формулу-1. То есть я произвожу все разгрузо-погрузочные работы. А в 2018 году я провел в 8 городах Российской Федерации тоже все разгрузо-погрузочные работы. У меня был контракт с FIFA 2018 через спортивного промоутера. Точно так же. А в чем инновационность? Теперь это не только красивая упаковка, но и самый инновационный объект. Здесь у меня по монорельсам будут летать камеры. Любой покупатель в любой точке Российской Федерации, мира выходит в прямом эфире, в онлайн на эти камеры, катается над погрузчиками, на полу навигация, 1 тонна, 2 тонны, 3 тонны, 5 тонн, останавливается на своей грузоподъемностью и, управляя камерой, смотрит на погрузчик. Выбирает таким образом. А вы единственный поставщик, да, в России? Единственный. Я слышал это говорить. Это единственный. А кто вот основные потребители вот этой техники? Это же и промышленные предприятия в том числе, да? Промышленные предприятия, большие склады, затем транспортно-логистические центры, индивидуальные предприниматели. Абсолютно всех, у кого есть грузоборот, товарооборот. Хоть маленький, но уже погрузчик нужен. Они ведь для закрытых пространств или нет? Для закрытых и открытых. То есть если электрический, в данном случае вот это дизельный погрузчик. У вас есть и дизельные, да? А вот электрические, они работают внутри помещений. Разная грузоподъемность, если видите, вот там 1,5 тонник, а вот это 3-тонник. Ну, вы уже продажи начали здесь, да? Я 15 дней уже здесь нахожусь, мы уже начали отгрузки прямо с этого объекта. Уже есть, да? Да, совершенно верно. Это ручная. То есть управление идет очень достаточно интуитивно понятно. Тащишь за собой, бывает разные. У кого есть много денег, он покупает дорогую технику. У кого мало денег, он покупает самую дешевую в ручном управлении. Соответственно, любой вкус. А самая грузоподъемность какая большая? 30 тонн. 30 тонн. А дилерская сеть ваша или вы просто? Моя. А прям ваша дилерская Да, совершенно верно. Я ездил по всей Российской Федерации с 2006 года и привлекал к работе. Если взять всех поставщиков, а это 52 бренда, вот один бренд через Башкирию заведен, и у меня объем 4-е место в Российской Федерации. Если для башкортостанской таможни, то по контейнерам я номер 1. То есть вот это, наверное, большой, да? Это самый, это средний 5-тонный погрузчик, а 10-тонный, а вот он 10-тонный. А, вот он, ага, он понятно. повыше. Да, понял. Теперь вот хочу показать в 4-м корпусе, у нас 4-й корпус, это вотчина. Я еще смотрел, всегда проезжал на интересную архитектуру вашу. Кто проектировал? Он у нас здесь, это почетный архитектор Российской Федерации Паличев. Да? Он здесь, я его пригласил, он просто умничка. Она функциональна, видимо, еще получилась. Да, многофункциональная. Это запасные части. Эльвира ведет этот объект. Я занимаюсь именно этим. То есть у нас наша задача, у нас 95% всех запасных частей, они у меня всегда в наличии, чтобы именно у клиентов, потому что грузовая техника, она не должна простаивать, это боль.
соответственно, мы в течение там пару дней можем всегда закрыть в любой точке России эту потребность. Да. Да, здорово. Эльвира по совместительству еще женой является. Свободное время, да. Здорово. Она мне действительно смогла организовать этот процесс, завела все в компьютеры. Каждая любая деталька теперь у нас имеет штрих-код. Теперь все это дело сделано на очень высоком уровне. То, чем мужчины обычно не любят заниматься, Ой, это мелочь. это вся Вот мелочь. со временем вообще сделать, чтобы тут только роботы вас все доставали. Это как Совершенно верно, уже роботы появились, поэтому да. мы и будем оснащать свои, ну да, пока, обязательно. да. И будем предлагать уже на этом рынке. Здесь у нас участок подготовки, покрасочный, прессовочный, агрегатный и так далее, мойка. А у вас сервис есть еще, да? Обязательно. То есть есть, да? В каждой точке России. Даже так. Но сюда вот вас могут привозить тоже, да? То есть Конечно, вы здесь конечно. капремонт какой-то делать, да? Совершенно верно, да. Ради Фаритович, я хотел как раз познакомить. Это вот гениальный человек, Да, это да. почетный архитектор Российской Федерации Да, Игорь, да. Игорь Алексеевич. А я честное слово говорю, я каждый день езжу, когда еще не темно, гляжу, думаю, какая интересная архитектура. Мы даже еще с Андреем Геннадьевичем едем как-то, у вас еще когда непонятно было, кар то ли висел, то ли, я думаю, что здесь интересно? Он говорит, фитнес, наверное. Я говорю, да нет, не похоже на фитнес. Красивая Я думаю, архитектура. это станет бизнес-достопримечательностью. Да нет, на самом деле очень красиво. Мне нравится, что она вот и как бы с душой сделана. Понятно, она функциональная вещь, но молодцы. Мне интересно начать. Я просто, может быть, шальную мысль скажу. Вот раз с китайцами контакт, сборку здесь сделать вот этих. Они приезжали, мы предполагали на Витязе, это где... Я везде- знаю, это моя первая трудовая книжка. Да, я в курсе. И это было в 2008 году. Во время кризиса они смогли приехать и интересовались, где, на каком объекте можно это организоваться. Они за министра, значит, попали. И они рассказали о своих пожеланиях. На тот момент они изучали и пока больше с предложениями не выходили. Но их можно пригласить, потому что они ищут, где организовать. Площадок-то полно, если на то пошло. И в особой экономической зоне, там, в нашей Вышимбае, там же полно места. Но я просто подумал, может быть, я не знаю, может быть, вы что-то торговое сделаете просто вот вместе с таким архитектором. Это все-таки дорога Уфа-аэропорт, понимаете, здесь Да. что попало нельзя строить. Знаково. Знаково, конечно. Я хочу вас пригласить на второй этаж. Ради Здесь можно Фаритович, на крышу подняться, хороший вид есть. Вот как вот. смотрите, что здесь. Игорь, будь добр, вот твоя идея какая, чтобы мы здесь сделали красоту на всей поляне? Да, вот это получается охранная зона трассы, да, федеральная охранная зона. Здесь проходит кабель. В принципе, здесь никогда ничего не построится. Поэтому здесь мы хотим сделать какую-то, может быть, парковую зону. Может быть, какое-то что-то такое интересное, которое, оно, на самом деле, оно всегда будет видно. Даже по трассе люди будут видеть. Здесь будем наводить уже в следующем году красоту, но вы будете видеть это. Да, я же говорю, вот мы все проезжаем. Потому что сказать вам и не сделать, это уже не уровень. Здорово вообще. А сколько примерно по году продаете вы? По году технику? 1100 в прошлом году был результат, 1100 Серьезно, единиц. отлично. А в этом году план выйти на 1300. Мы методично к этому двигаемся. То есть осталось 3 месяца. Успеваем? Большой рынок так вот Большой, и получается. учитывая, что еще стройка была, у меня много энергии ушло и финансов ушло именно на саму стройку, но при этом мы смогли выполнить задачу к этому месту. Мы идем четко по графику. Ну вот если, вот еще раз я вас прям серьезно прошу, подумайте, Виларий Петрович, прям поручение получил, мы вас поддержим в ваших любых начинаниях, так, но мне кажется, ее надо развивать. Эту площадку. Площадку мы Да. по сетям Футбольное посмотрим. поле всегда успеете поставить. Кстати, вот здесь спортивный объект, небольшой, там, благоустроить и там Обязательно. мини-футбол или освещенный сделать, чтобы люди приезжали тоже там. Это интересно сделано для будет. этого. Ага. Да. Предприятие только в августе переехало на территорию Фимского района, и, однако уже глава региона обратил внимание. Как Оно так очень получилось? интересно. Я вот им говорил, я каждый вечер, когда домой еду, там, и утром, когда я еду, я всегда удивлялся, думаю, что ж такое у нас интересный объект, по сути, арт-объект такой получился. А это еще такой серьезный дилерский центр китайской техники. И мне хотелось посмотреть. И люди здесь очень интересные, предпринимательные. Потому что вот бизнес надо вот так вот современно сейчас вести. Понимаете, начиная с там
как говорится, с раздевалки, завершая там содержанием бизнеса. Вот сегодня переговорили, я прошу их там дальше развиваться. Здесь земельный участок, может быть, они там уже от дилерства перейдут и производство каком-то, сбор какой-то. Ну вот будем смотреть. А с архитектурным бюро, которое вот построил и спроектировал, я хочу прям работать, чтобы они вот такие интересные креативные решения вводили и в школы, в садики, там наши и другие культурные объекты. Нам нужны такие объекты. Конечно. Все. Спасибо. До свидания. Спасибо. Всего доброго. В Башкортостане создают условия, комфортные для ведения бизнеса. Глава региона Ради Хабиров постоянно проводит инвест-часы, на которых системно решаются проблемы предпринимателей. Один из новых объектов – логистический центр товарно-оптового рынка «Панорама», который расположен в Уфимском районе. Его особенности – 200 новых рабочих мест и 1,8 миллиарда рублей инвестиций. Вместе с тем, есть и проблемы. Вы когда начали это строить? Что так Мы начали осваивать в 2014 году. Ага. Участок у нас порядка 17 гектаров. Планируемый объем строительства где-то 65-70 тысяч квадратных метров. А сейчас сколько построили? На сегодняшний момент построено 24 тысячи 24. метров. А что это? Это логистический центр или да, что это логистический центр, Ага. склады. В принципе, на федеральной трассе это в Башкирии, наверное, единственные склады на сегодняшний момент. Состоит из малых складов, это где-то 6 тысяч квадратных метров. А вот что, продуктовые или что? Или... Здесь и строительные материалы, и нефизы у нас, ликероводочная продукция, это федеральная компания. Эти склады у нас только вот технические вопросы сейчас решаем, заканчиваем. И, наверное... А вот этот большой склад уже начал работать? Нет, еще арендатора нет. А вот эти объекты заполнены, да? Эти объекты заполнены. Они уже 3-й год как заполнены. Работают. Да. Вот это у нас склады так называемые категории B+. От А отличается только нет вентиляции. А следующие склады уже планируем класса А. Вот если мы посмотрим на наш проект, А мы где сейчас стоим? мы находимся вот здесь. А, вот, Вот 7-й, 8-й склад. Они уже построены. 9-й, 10-й есть разрешение на строительство. Вот. И у нас 11-й склад, пока идет утверждение эскизного проекта. Он тоже 20 это тысяч вдоль дороги квадратных. получается? Да, это вдоль дороги. Вот здесь вот, да, получается? Да. А там что будет? Тоже склады, тоже класса А. А с выездами, заездами как у вас здесь? У нас только один заезд, и он же является... Когда едешь оттуда, да? Это нет, мы нет, оттуда когда сюда. едем, вот как раз вот эту проблему и хотели с вами обсудить. Вот у нас развязка, через которую вы сейчас заехали, и отсюда мы заезжаем. Очень удобно. Но в эту сторону у нас ближайший разворот через 10 километров. А вот разворот, который вот сейчас построили мост через реку Белая, в течение года мы эксплуатировали их разворот, потому что там еще шла стройка, и возможно было по нему проехать. После того, как они ввели мост в эксплуатацию, они закрыли этот проезд. Мы готовы даже своими силами этот проезд и охранную зону обеспечить, и сделать нормальное покрытие, ну, статус придать бы ей. Сейчас там в каком состоянии? Там сейчас заключен договор на охрану моста, и они его просто-напросто шлагбаумом перегородили, и проезда там нету. Вот. То есть там какие-то запреты? Там они боятся, что опоры, мост, который есть, заденут, но там ширина позволяет, там, в принципе, можно полностью обустроить конструкциями, чтобы мост не... Тогда поручение на Марзаеву внести предложение вот по организации выезда. Хотя бы для малотоннажного транспорта обеспечить бы проезд. Крупный транспорт плюс-минус 10 километров это ничего, не да? принципиально. А именно те, которые развозят в город, они уже считают каждый километр. Газельки, легковой транспорт. Пройдемте. Пойдемте, да? Ага, все готово у вас здесь, да? Да. Полы у нас евростандарта, 6 тонн на квадратный метр нагрузка, антипыльные. Высота
12 метров, 10 метров до конструкции. В принципе, Тут кранбалка не нужна, да? А? Кранбалка не нужна в таких? Нет, для таких. Нету, Здесь да? стеллажное хранение предусмотрено. Это так называемые евросклады. Поэтому, в принципе, шаг колонн очень удобный. 12 на 26 стеллажей можно поставить в любой конфигурации. Ну, ищите кого-нибудь сюда. Нет, сейчас переговоры параллельно ведутся, но ведутся уже не с такими крупными арендаторами, которые просят 3,5-4 тысячи квадратных метров до 10. И для них как раз вот такие вот, как разворот, логистика, удобство заезда в город, для них очень принципиально. Сколько у вас человек работает на территории? Управляющая компания у нас порядка 6 человек, а так вообще при освоении всего проекта предполагается где-то 20-30 человек, ну и арендаторов не менее 200. Да, вот так. Потому что на данный момент, наверное, где-то 30-40 человек арендаторов. Ладно, мы тогда, спасибо большое. Вилорий Петрович вам все скажет по этой истории. Хорошо, большое спасибо, Да. что заехали. Давайте открывайтесь Хорошо. и развивайтесь дальше. По этой теме, если умные мысли будут, вот обращайтесь ко мне, к Вилорию Петровичу. Мы готовы помочь. Место хорошее, на самом деле. Хороший, мы вот Это получается вы туда и сюда, да, там на перекрестке. Шикарное место. Ага. долго не могли развиться, у нас газа не было. Газ благополучно мы все-таки провели. И вот мы построили вот эти 6 тысяч, не могли большие склады. Мы-то их обогревали сначала на электричестве. Ну да. Это возможно было на таких объемах. Ну, они сейчас немножко вам уже генерить деньги начали, да, получается? Да. Уже пошло вам. По крайней мере, текущие затраты покрывают. Да. Ага. Ну ладно, спасибо. Удачи. большое. До свидания. Рафич, похоже, будет совещание по поводу этого объекта. Нет, не совещание. Мы дадим поручение нашим дорожникам. Пусть они посмотрят. Если вопрос там какой-то, ну, иногда бывает, что мы там излишне что-то там ведем себя так ограничительно и закрываем удобные выезды, въезды. Ну, я разберусь в этом, пока обещать не могу. Спасибо. Необлагороженные и неухоженные гостиницы, кемпинги, кафе, заправки. Кто из нас не ругал их, останавливаясь отдохнуть или пообедать? Но наступило время перемен. В 2020 году правительство Башкортостана разработало программу, по которой к 2024 году на территории региона планируется создать 1000 объектов придорожного сервиса, современных и удобных. Предусмотрели и меры поддержки. При объеме инвестиций от 50 миллионов рублей предприниматели могут рассчитывать на помощь в размере 50% от стоимости объекта, но не более 30 миллионов рублей. Глава Башкортостана Ради Хабиров на одном из таких объектов. Планируется вот здесь вот автомоечный комплекс с шиномонтажом. Это за забором уже. За забором, до бетонного забора. Здесь какая-то зона отдыха, чтобы там детская площадка была, там беседка, где люди просто могут посидеть. Ну, дальше туда мини-мотель, там с каким-то, ну, большим магазином. Мини-мотель поставите, да? Да, здорово. Ну, то есть участок он будет значительно расширяться. Сейчас у них в процессе регистрации все необходимые документы. 2 месяца не будет, после того, как документ получат. И если вот сейчас какие нам документы нужны, что нужно Ну, сделать? сейчас сдача Госстройнадзора происходит. Вот как быстро они все нам сделают, в течение 2 месяцев готовы полностью комплекс запустить. Уже, да? Да? Да, отлично. Ну, Вот здесь, пока ага. осталась только обшивка. Это вот по нашему брендбуку, да? Да, мы вот сейчас покажем, фотографии есть. Вот это вот, да, получается? Очень здорово. Вот это кафе, магазинчик, вот Да, здесь. вот здесь будет, получается, зона магазина, там сувенирная продукция. Здесь будет кафе, там вот внутри кухня. Там будет кухня, там готовится. Ну, здесь прилавки вот так. Да, Здесь здорово. столики. Симпатично. Тут проходимость же хорошая на этом месте, да? Если еще, когда у нас туннель откроют, года через 2. Ну, это да, но мы, надеемся, откроем его. То есть, вот, в смысле, когда сквозной оттуда мы сюда выводить будем. 50 километров, по-моему, срезка. Да. Я думаю, трафик еще увеличится. в Еще разы. увеличится.
Но у них есть большой объем инвестиций довольно планируется, потому что они и гостиницу хотят строить на 6-8 номеров, и вот дополнительно там СТО, и даже в сетевиках хотели посадить. Метан. АГНКС посадить, да, сюда? Да, Ну, здорово. Надо помогать, делать. Ну, здорово. То есть вы в этом году, вот через 2 месяца, как вы говорите, откроете. Ну, по крайней мере, меня все волнует фольклориада, чтобы... Фольклориаде планируем, и чтобы автомоечный комплекс уже здесь был, да? Потому что где-то порядка 3-4 месяцев строительства. Вот так вот. Да, Ага. у нас автомобиль тоже есть, как бы опыт имеется, строительство. Ну, какая-то экономика здесь есть? Конечно. Есть, да? То есть все-таки Ну, это... мы планируем, но у нас же вот в Уфе есть уже объект. Как анализируем. Та вот мера субсидиарной поддержки, то есть мы их как нашли, именно когда объявили о том, что есть ваша программа по субсидированию части затрат именно на строительство таких больших комплексов, довольно-таки большой отклик мы получили от многих бизнесменов. А вот сколько вообще, вот с того момента, вот земельные участки начали разбирать, вот сколько у вас сейчас в планах? Ради Борисович, у нас сейчас порядка, наверное, 35 инвесторов на разной стадии проработки. Мы все в ближайшее время планируем их на инвестчастком вынести. 5 уже прошли, и общий объем участков где-то порядка, наверное, 49-50, вот так, причем это такие большие комплексы. И общий объем инвестиций мы сегодня посчитали где-то 4 миллиарда 700. Это вот те участники, которые есть. И каждую неделю происходит. То есть фактически вот каждую неделю 1-2 встречи у меня стабильно происходит с новыми участниками рынка, которые приходят, интересуются, приносят своими проектами. Мы их, конечно, к нашим проектам склоняем, чтобы они были как-то... Не, ну это уж пусть, да, смотрят. А вообще у нас, мне кажется, вот емкость нашей дорожной системы еще не заполнена. Я имею в виду вот кафешками, вот Нет, не заполнена. И я это еще рассматриваю как отрасль экономики. Это же хороший бизнес на самом деле. Вот именно малый бизнес, и люди работают. Ну хорошо, я почему сюда приехал-то, потому что я как раз хотел вот воочию убедиться, что мы этим сколько, полгода так реально занимаемся, да, так всерьез? Ну, у нас где-то 4 месяца ушло у комитета на разработку документации, потому что мы же очень много внесли изменений в действующее постановление. И буквально, вот, наверное, первый раз мы об этом заявили, что есть такая программа, наверное, где-то месяца 2. И вот за эти месяца 2 у нас уже 30-40 откликов уже. Причем это реальные действующие. То есть я не говорю те, которые просто приходят интересуются, а те, которые приходят уже с реальными живыми проектами. Там и надо вот еще не забывать те, которые уже построили, но у них там нужно им там чем-то помочь, чтобы они все-таки, действительно реновацию какую-то сделали. Мы как раз сейчас прорабатываем именно систему помощи финансовой тем, которые заходят под реновацию, потому что действительно основная прагматика какая. У нас здесь там сегодня в республике порядка 1100 объектов придорожного сервиса, но по факту те, которые отвечают всем требованиям, то есть имеют там съезды, разворот, разные полосы, коммуникации, их единицы. Ну, приглашайте на открытие, приедем. Спасибо. Спасибо, ребята. Ладно, Кирилл, счастливо, удачи, спасибо. Все, Петр Петрович, тогда. Тимур. Большую благодарность Уфимскому району выражаю. Ну, молодец, вот мы так... реально, как бы на деле помощь, не на словах, а на деле. Отлично, вот так и должно быть. Все, спасибо. Давайте, спасибо. Раис Фрич, вы разработали, вернее, инициировали программу по развитию придорожного сервиса. Я смотрю, вот брендбук, цветовая гамма Я, тоже. кстати, не сильно настаиваю, потому что у людей свои могут быть там виды на эстетику. Так, прикольно, конечно, было бы, если по всей республике вот так вот наш брендбук, и все понимали, что они в Башкортостане. Но это не самое главное. Самое главное, что я считаю, что мы обратили по-хорошему внимание на придорожный сервис. Во-первых, мы этим бизнесменам, которые этим занимаются, сказали, что для государства это важная история. То есть они почувствовали, что они нужны нам и нужны обществу, людям, республике. Второе, что помимо этого мы сказали, что вы не просто нам нужны, а мы вам будем помогать. И мы им помогаем, и программа есть, и мы субсидируем затраты, которые есть. Во-вторых, даже вот наша такая активная работа. Мы ведь как, мы начали эту работу вот где-то чуть больше полугода. И там я попросил... Вот все говорят, казалось бы, небольшой сегмент экономики, но это серьезный сегмент экономики. Вот объем инвестиций, тот, который сейчас вот в республике прорабатывается, это порядка 4 миллиардов. Представляете, да? Умножьте это еще на людей там, и так далее, на налоги. Поэтому я попросил Андрея Геннадьевича, он и прямо проектный офис создал, и каждую неделю этим занимается. Жизнь такова, что если
чем ты не занимаешься каждый день, последовательно, скрупулезно, ничего не двигается. А вот мы вот именно так занимаемся. А сегодня просто вот я в субботу решил проехать, посмотреть. У нас таких объектов скоро, они как грибы начнут расти. Растут, мы их почувствуем, реально нам еще нужно года полтора. То есть к 2022 году по территории республики мы ощутимо увидим вот появление подобных природных придорожных сервисов. То есть, чтобы удобно было и парковаться, и люди могли отдохнуть. Отдохнуть, парковаться, заправиться, помыть машину, техобслуживание сделать, купить что-то необходимое для дома, в дороге и так далее. Даже переночевать, потому что здесь будет небольшой мотель. Это вот, это, еще раз говорю, это большая часть экономики. Это же элемент еще чего? Это элемент нашей программы развития туризма в Башкортостане. Какой туризм может быть в республике, если человек едет, ему негде нормально остановиться, попить кофе, перекусить и так далее. Этого пока в достаточном объеме нет у нас. Понятно. Спасибо по Уфимскому району. Вот анализировали, у нас с одной стороны много сельских поселений, около 100 тысяч жителей. Это создает некие социальные точки притяжения, проблемы некие. А с другой стороны, близость к Уфе – это еще и мощный толчок к развитию экономики. 2 с чем-то миллиарда рублей бюджета, консолидированного бюджета района. Это достаточно солидно. Это и беда, и счастье Уфимского района. Так устроено цивилизационно, что сейчас люди тянутся в мегаполисы. Поэтому мы этот процесс не остановим, его и не надо останавливать. Уфимский район будет расти, Уфа будет сама расти. Наша задача догонять, вот, строить социальные объекты. Вот мы 12 больших социальных объектов в этом году только сдаем. Школы, садики, другие объекты. В Уфимском районе. В Уфимском районе такого тоже не было. А итог вашей поездки понравилось вам предприятие? Ну, да, я сегодня такая субботняя поездка, поэтому в таком хорошем настроении. Ну, мы еще обратили внимание на ваш внешний вид. Совсем не вид главы. Суббота. Спасибо.